Всем привет! Приветствую вас на своем канале Астарте Сантья Тара. И сегодня мы с вами будем делать расклад на игральных картах цыганские на период с 26 августа по 1 сентября 2019 года. Посмотрим прошлое, настоящее, будущее и чем закончится для него эта неделя. Итак, перед вами 3 короля. Как обычно, 3 варианта. Выбирайте первый, второй или третий. Или выбирайте по королю, по изображению карты. Король бубновый, трефовый или червовый. Кто не успел, ставьте видео на паузу. Кто успел, перехожу к варианту номер 1 и королю бубновому. Итак, единички для вас. Вариант номер 1 и король бубновый. И что же для него, с чем он заходит в эту неделю, что для него важно, интересно. Нечаянный какой-то интерес он какой-то получил в своей ранней дороге. Дорога была такая эмоциональная, может быть, любовная. Также были какие-то сплетни, разговоры, свидания с кем-то. Опять же, это было что-то эмоциональное, приятное или неприятное, еще не знаю. Посмотрим дальше. И также для него важны его чаяния и надежды. Разговаривает он сам с собой, не может понять, что же происходит, и сильно эмоционирует. Далее смотрим. Итак, наш король бубновый. Смотрите, партнером я назначила вас дамой трефовой к нему. Для него что на сердце? На сердце какие-то переживания, либо он себя плохо чувствует, либо какие-то сильные прям эмоциональные переживания, иногда даже с такими истерическими нотками. Что под сердцем? Под сердцем у него какие-то разговоры с самим собой, что-то он там у себя мозгует, думает, раздумывает, размышляет сам с собой. В голове у него ваша любовь и разговор с вами. И такой был крупный, большой разговор, ссора, скандал, либо просто какой-то важный разговор, о каких-то важных вещах вы с ним говорили. Возможно, выказывали ему свое фи на тему ваших отношений, на тему вашей любви. В ногах у него ваши чаяния и надежды, его чаяния и надежды. И, в общем-то, сейчас для него важно вы и он. И ваш совместный дом, если вы вместе проживаете. Если вместе не проживаете, то здесь вы и он. И также какой-то некий король трефовый. Король трефовый — это, скорее всего, что-то по работе, что-то деловое какое-то. Какие-то переговоры. Также он на них надеется очень сильно и надеется на это предприятие, которое представляет этот король трефовый. Что было у него? Был какой-то интерес червового короля, но пустой для него. И были какие-то новости также червового короля, но тоже для него все это пусто, для короля бубнового. Были вы и нечаянный интерес. Вы к нему со своим нечаянным интересом, и он к вам, скорее всего, так. И также в ранней дороге были хлопоты вашей дамы червовой. И также в ранней дороге был этот червовый король. Также что будет? Смотрите, какой-то нечаянный интерес король бубновый получит, наш герой, получит короля червового. Также здесь может быть получение какой-то крупной суммы денег, либо каких-то важных, нужных документов. И будет свидание с вами. Также в дальней дороге будет злость у него, раздражение, либо здесь в дальней дороге он будет сплетни с кем-то водить. Также здесь может быть разговоры и злость на дальнюю дорогу, которая ему предстоит. И также свидание с этим королем червовым. Кстати, король червовый у него прям не уходит у него из головы, потому что и мы видели, в первой раскладке, с чем он заходит в эту неделю. Заходил он с мыслями, с разговорами с этим королем червовым. И здесь также в будущем будет наш герой, король бубновый, с любезностями к
этому королю червовому, и будет встреча с этим королем червовым. Это может быть, наверное, друг, сват, брат, с которым он может просто приятно провести время на этой неделе. Также далее, что для него важно на этой неделе? Какие-то сильные переживания у него будут, скорее всего, такие вот негативные. И будет он переживать сам собой все это. Будет он переваривать, перемалывать, будет на себя злиться. И все равно будет как-то свои хлопоты для него важны. В общем, такой эгоизм, эгоцентризм, он весь повернут, наш король бубновый, на этой недельке на себя, на свой интерес. И смотрим дальше. И последняя раскладочка, первый вариант для вас. И что для него сейчас важно? Какие-то новости он получил через интерес этого короля червового. Опять же, никуда он не уходит. И также были любезности и ваши, и короля трефового. Для него сейчас все это очень и очень важно. Что в доме? В доме какие-то важные разговоры с вами, возможно, ссоры, скандалы. Также важные разговоры с королем трефовым. И переживает он, опять же, эмоционирует сильно. И также здесь может быть присутствие тоже короля червового. Это могут быть, смотрите, и король трефовый, и король червовый. Во-первых, это могут быть его два друга, с которыми он делится, разговаривает со своими переживаниями. Как-то они там будут спорить, может что-то выяснять. И это также ваши дамы трефовые, партнеры нашего героя. Разговор с вами и переживания могут быть за вас. На сердце у него он сам, этот самый король трефовый, и злость на этого короля трефового. И также может быть злость и раздражение на вас, дорогие мои дамы. И также, если вы практикуете, занимаетесь эзотерикой, магией, рунами и так далее, эта карта показывает также и занятия ремеслом. Так что могут быть, может быть, он будет с вами разговаривать и просить вас, чтобы вы ему как-то помогли, подсобили. Что было? Было у него свидание с королем червовым. Также был какой-то его нечаянный интерес, какие-то документы или поступление крупной денежной суммы. И ваши хлопоты, и также хлопоты короля трефового. Что будет в дальней дороге? Будет он сильно переживать, прям вот на нервах весь изведется за какой-то нечаянный интерес. А мы помним, что в прошлой раскладке нечаянный интерес он получил от вас, либо за вас. При пороге вот-вот что случится с ним. Этот король червовый явится, свидание, жизнь с вами и раздражение и сплетни, разговоры какие-то будет он водить. И также это может быть злость и раздражение на вас, дорогие мои дамы. И также злость и раздражение может быть на этого короля трефового. Так вот, если вот они три друга, да, они могут втроем собраться, что-либо обсуждать, спорить и водить сплетни. Вот у них общее свидание. И успокаивается он какими-то пустыми хлопотами. Вытащила я доп. Карту, спросила, с чем будут связаны эти хлопоты. Хлопоты будут связаны с его какими-то увлечениями, с его любовью, с его любезностями. В общем, хлопотать он будет за себя. Какие-то бытовые пустые хлопоты. И вот так наш король бубновый на этой недельке будет занят либо работой, либо друзьями. Будет он с ними часто встречаться, что-то спорить, выяснять. Также это могут быть бизнес, какие-то разговоры, бизнес-встречи. И будет он за это сильно очень переживать. Вы здесь тоже есть. Но сейчас на этой недельке для нашего короля бубнового, для нашего героя будут важны другие вопросы, нежели личная жизнь. И это был вариант номер 1. Я желаю вам, конечно, на этой неделе любви, на этой неделе счастья, на этой неделе внимания. Ну и вообще не только на этой неделе, а всю жизнь. Будьте счастливы, берегите друг друга, берегите себя и своих близких, берегите свои отношения и живите каждый миг своей жизни. И с вами была Старта Сантия.
До встречи. И я перехожу к варианту номер 2. И дорогие двоечки, и король треф. И с чем же он заходит в эту неделю, что для него важно сейчас? Для него важно сейчас он, и переживает, он злится на себя. Также он какой-то получил нечаянный интерес какой-то в каком-то деловом бубновом свидании. И переживал он за это свидание, это свидание было для него важно. И также были какие-то дороги у него, и эмоциональная, и какая-то деловая, может быть, тут эмоционально-любовная дорога, и деловая дорога. И эти обе дороги его раздражали, он был раздражен, зол и так далее. И это с чем он заходит в эту недельку. Смотрим далее. И двоечки, ваш вариант, и король треф. И партнером я назначила к вам даму бубновую. И что у него на сердце? На сердце у него некий король бубновый. И также это могут быть ваши чаяния и надежды. И под сердцем у него какой-то разговор с дамой червовой. Кто это дама червовая, я не знаю. Вы должны знать. Это может быть мама, сестра, коллега по работе, не знаю, уборщица, соседка и так далее. И получил он какой-то нечаянный интерес, либо какую-то крупную сумму денег, и раздражался, он злился на эту даму червовую, и также мог водить с ней сплетни, какие-то разговоры такие вот злые. Это в ногах. В голове у него он сам, вы и какой-то некий казенный король. Что было у него? В ранней дороге был он сам, хлопоты его за себя и его какие-то чаяния и надежды. В общем-то, занимался этот голубчик собой всю прошлую неделю, видимо. Далее были какие-то пустые хлопоты и свидания с вами. Либо свидание с вами было для него пусто. Но было и было, он не заострял на это внимание. И было также будет также в дальней дороге у него свидание с этой дамой червовой. Вот, потому что у нас в прошлом выпало, что в будущем у них разговоры, может быть, они вели, или что за дальнюю дорогу, либо в дальней дороге в будущем будет свидание с этой дамой червовой. Далее, в ранней дороге он очень будет злиться на эту даму червовую. Ох, она что-то его так разозлит, что он, бедный, до Кондратия аж доведется. И далее здесь еще может быть, что эта дама пик, это может быть, хотя нет, в данном, наверное, триаде нет. Здесь, да, обычно просто злость прям огромная, огроменная в ранней дороге на эту даму червовую. Также в ранней дороге вашей будет свидание с вами, жизнь с вами, и будет в ранней дороге также свидание с королем бубновым. И какие-то он новости получит через какие-то свои любезности, через свои действия, через свои предприятия, чаяния, надежды, через свои любезности какие-то получит новости, бумаги и так далее. И, скорее всего, за них он будет хлопотать, за них он будет переживать, на них он будет надеяться. И что самое главное для него на этой неделе? Король червовый, любезности короля червового, и получит он через любезности этого короля червового какой-то большой, сильный интерес. Прям вот, я бы сказала, нечаянный интерес. Вот такие двоечки дела. Смотрим дальше. Итак, двоечки. И что для него, для вашего короля сейчас самое главное? А самое главное — свидание с вами, жизнь с вами, какой-то нечаянный интерес он от вас получит, также получение каких-то крупных денежных сумм и каких-то важных бумаг, и какие-то пустые хлопоты. Возможно, просто жизнь с вами, так он ее ставит на этой неделе, как бытовой вопрос, что есть она и есть. Сильно он на это дело внимания не обращает. В доме у него любезности дамы червовой. Кто это, решать вам, я не знаю. Это будет, скорее всего, в дальней дороге ближе к концу недельки.
На сердце у него вы, вот они, вот она, вы выпали. Он и свидание с этой дамой Червовой. Кто эта дама, опять же повторяю, спрашивать нужно у вас. Если вы думаете, что это какая-нибудь разлучница, соперница, то это может быть она, но это уже совсем другой расклад. Что было? А была эта дама Червовая, и получил он от нее какой-то нечаянный интерес в их совместном свидании. Что будет? Будет, во-первых, злость у него на двух королей, на короля Червового и на короля Бубнового. И также это может быть злость и раздражение на чаяние и надежды дамы Червовой и на чаяние и надежды короля Бубнового. Вот если это соперница или жена, потому что она выпала в доме, ну опять же партнером мы-то выбрали даму Бубновую, кто это, я не знаю. Возможно, это будет ваша мама, и он будет злиться на коалицию, значит, вашу с матерью. Вот, чаяние и надежды ваши. Или это какие-то два его друга, двое коллег, партнеров по бизнесу и так далее, и злость на них. Что будет при пороге? Вот-вот. Прям какая-то сильная злость на вас, дорогие мои дамы Бубновые, и на короля Бубнового. Также может быть какая-то прям сильная злость. И еще, конечно, здесь могут быть сплетни. Он будет водить, что-то обсуждать и с вами, и с королем Бубновым. И успокаивается он какими-то важными бумагами, либо какой-то новостью, связанной с ним и с его надеждами. И вот такая неделька выдалась для королей Трифовых, циферка 2. И я желаю вам любви, желаю гармонии. Пусть эта неделя будет легкой, позитивной, наполненной любовью, энергией и легкостью. С вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3, к королю Червовому. До свидания. И прекрасно, мои троечки, ваш вариант и король Червовый. И что для него, с чем он заходит в эту неделю, что для него важно и нужно. И партнером к нему я загадала вас, дорогие мои дамы Трифовой. И заходит он со свиданиями и с интересом вашим, и со свиданием и интересом короля Трифового. Какие-то бизнес-переговоры, разговоры у него будут. И он к нему, король Трифовый, с этим вот, со своим интересом, со своей выгодой, со своими предложениями будет. Также он переживает, сильно эмоционирует и будет злиться на какие-то бумаги, на какие-то новости и так далее. Все это вот злость и переживания. И в ногах у него этот самый король Трифовый, и какие-то бубновые, деловые, экономические хлопоты в ранней дороге у него будут. Может быть, хлопоты за деньги. Смотрим далее. И троечки, и король Червовый для вас. Для него, что у него на сердце? Какой-то был важный большой разговор, и под сердцем он содержит себя и свой дом. В голове у него интерес свой, разговор с некой дамой Бубновой и ваши хлопоты у него в голове. Что в ногах? Какой-то нечаянный интерес, и в то же время этот интерес пустой. И также был разговор с самим собой. То есть, скорее всего, здесь он какие-то новости, какие-то бумаги, какой-то свой нечаянный интерес взвешивал, он думал о нем очень долго. Все это пока пусто. То ли он не пришел к общему знаменателю для себя, то ли он с собой не договорился, то ли этот интерес, он был такой, вроде как интересно на данный момент, но через какое-то время это уже все отжило и уже никакого значения не имеет. Как-то вот так. Что было в прошлом? В прошлом он был со своими любезностями к некой даме Бубновой. Кто это, я опять же не знаю. Вас назначила дама Трифовой.
Но была и на эту даму бубновую почему-то злость. Он к ней с любезностями, а и со злостью. Непонятно, что, видимо, она ему не так ответила, не так сказала, или не сделала то, что он хотел. Он ее сильно просил, она не выполнила. Или выполнила, но не так. В общем, он будет на нее злиться, раздражаться. Также было свидание с этой дамой бубновой, и были вы. Свидание, жизнь с вами, разговор с вами в вашем доме совместном, либо в доме вот дамы Трефовой, нашего партнера, то бишь вас, дорогие, тот, кто смотрит своего короля червового. Вот были разговоры с вами в вашем доме, и были вы со своими к нему любезностями. Что будет? Вы со своими любезностями к нему в ранней дороге, и эта дама бубновая тоже к нему со своими любезностями в ранней дороге. И вы, и дама бубновая к нему со своими любезностями. Кто это такая дама бубновая, решать вам, потому что это может быть и его мать, и его сестра, и его коллега, и его начальница, и так далее, и тому подобное. Далее, в ранней дороге будет, скорее всего, вы будете встречаться с этой вот дамой бубновой. Будете что-то, скорее всего, с ней обсуждать, и, соответственно, вы знакомы. Кто это? Решать вам, но, скорее всего, какая-то некая родственница. И также он от вас, либо от короля Трефового, получит какие-то новости, какие-то бумаги для него важные. Какие-то новости. И это был третий вариант. Смотрим дальше. И забыла сказать, что для него важно на этой неделе. И на этой неделе для него, смотрите, важно некий король бубновый, и будет он на него сильно злиться в ранней дороге. И также будет злиться на себя, прям раздражаться. И хлопоты будут и дамы бубновой к нему, и короля бубнового к нему. В общем, и король, и королева бубен к нему со своими какими-то интересами, со своими любезностями, со своими хлопотами. Кто это? Решать вам. И теперь точно перехожу к последней раскладке для варианта номер 3. И третий вариант, и король червовый для вас. Что для него сейчас главное? А главное, разговор с вами, но это будет злой разговор какой-то, с раздражением, с претензией будет разговор с вами. И также будет такой разговор с претензией будет с неким королем Трефовым. И король бубновый, и дама бубновая к нему со своими любезностями, со своим расположением. И также здесь может быть поступление какой-то мелкой суммы денег. Далее на сердце. На сердце у него, в доме. В доме у него некий король бубновый, и будет он на него злиться, раздражаться, и также в доме вы, и на вас он злится и раздражается. На сердце у него король бубновый, и в ранней дороге будет свидание с этим королем бубновым. Также здесь на сердце могут быть ваши чаяния и надежды, и жизнь, свидание с вами в его ранней дороге. И также тут может быть свидание либо с королем, либо с королевой бубен. Не знаю. Что было? А были вы к нему со своими любезностями? Был он, а он со своим каким-то интересом к этой даме бубновой. Кто это, опять же, решать вам. Если соперница, то это нужно делать уже другой расклад, смотреть, если она наверняка или нет. Либо это может быть просто любая девушка в его окружении. Что будет? А будет свидание с этой либо дамой бубновой, либо королем бубновым. Ваши хлопоты и разговоры с вами через ваши хлопоты, дорогие мои троечки. Что при пороге, то событие, которое вот-вот случится. А вот-вот он будет злиться и разговаривать сам с собой, принимать решения,
начал делать какие-то ставки на себя и на свой интерес. И успокаиваться он какой-то неким интересом. И я спросила, что за интерес, от кого получит, и выпали бубновые хлопоты и бубновый разговор. То есть это либо дама бубновая, либо король бубновый. Кто это? Опять же, решать вам. Это был вариант номер 3 и король червовый. И я желаю вам, конечно, троечки любви, желаю вам гармонии, желаю вам уюта. Пусть сбываются мечты. И берегите себя, берегите своих близких. До скорой встречи, до свидания.